В Интинском отделении общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. Специалисты территориального центра социального обслуживания населения рассказали о новых направлениях деятельности учреждения, работе кабинета профориентации для детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья, системе долговременного ухода, а также ответили на интересующие вопросы горожан. В этом году в социально-реабилитационном отделении Центра социальной защиты населения начал функционировать кабинет профориентации для детей с инвалидностью. С помощью инновационного программного комплекса диагностики «Эффектон» особенные подростки, выпускники школ, могут пройти тестирование, чтобы определиться с дальнейшей профессией с учетом противопоказаний по группе заболевания. Помимо этого, на базе социально-реабилитационного отделения работает школа по уходу. Эти школы ухода созданы по всей стране в рамках федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография». И в прошлом году Интинская школа действовала как пилотный проект. С этого года она уже полностью внедрена и работает в полную силу. В этой школе мы рассказываем о пожилым гражданам, людям с инвалидностью, а также родственникам, как правильно ухаживать за лежачими больными, как правильно перестилать кровать, как правильно кормить, как правильно купать, как правильно одевать их, ну и другие вопросы. В школе ухода родственники, сиделки или сами инвалиды учатся правильному применению технических и вспомогательных средств реабилитации, а также тому, как оптимально и безопасно организовать быт и пространство вокруг больного. Занятия будут у нас проводиться один раз в неделю. Это по четвергам, раз в неделю. И это очные занятия, которые у нас в учреждении будут проходить. У нас есть отдельный кабинет, где есть все необходимое. Есть и кровать многофункциональная, да? У нас есть манекен, на котором мы показываем, как правильно переворачивать людей. Есть инвалидные коляски, есть надувной матрас для купания, есть противопролежневые матрасы, есть подушки для пересаживания, есть ремни специальные тоже для пересаживания, ступеньки для поднятия человека в ванну, вот, чтобы ему было удобно. Есть специальное кресло, показывать, как правильно купать людей. Есть отдельная ванночка надувная для того, чтобы помыть голову лежачему больному. Также есть у нас посуда, именно приспособленная для людей с инвалидностью, у кого есть там болезни после инсульта, инфаркта, когда парализована бывает, или правая или левая рука, специальные там ложки, тарелки. На базе отделения также функционирует пункт проката технических средств реабилитации. Любые граждане, которые проживают у нас на территории города, могут подойти к нам при необходимости взять, допустим, коляску, ходунки, противопролежневые матрасы, костыли, трости. За техническими средствами реабилитации можно обратиться к нам в соцзащиту, Куратова 66, 208 кабинет, или позвонить по телефону 319-25. Для оформления в аренду технических средств реабилитации необходим паспорт, СНИЛС и, если есть, справочка об инвалидности. Мы составляем договор, заявление пишет человек, и мы выдаем на полгода, пока бесплатно. В ближайшее время в социально-реабилитационном центре откроются занятия по адаптивной физкультуре для детей с особенностями развития. В конце 2022 года Интинский центр соцзащиты выиграл грант от 100 лото на 500 тысяч рублей. На эти деньги были закуплены шведские стенки, балансиры, фитболы, маты, степ-доски и многое другое, что позволит проводить уроки физкультуры для особенных деток.